Ті засихають, змалцу покидають, зрадник надиходить, замеров приводить, поцелунка своего Пана выдает на подавание, а внизу мой Пане скуты кайданами. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. До Тебе я ускликаю, но Ты, Боже, выслухаешь меня. Схили до меня Твое ухо, выслухай слово мое. Заховай меня, Пане, як зребку Бога, у тіну крилов Твоїх укрий мене. Святую Шо оферую во всіх інтенціях, які ми складаємо до заступництва святого Архангела Михайла. Перепросим Пана Бога за всі наші грехи, как мы годно могли сласти гэтую найсвятейшую ахвяру. Споминайся Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что зграшивляли думкою, словом, учинком и занятием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молимся. У всемогутный Боже, нехай не покине нас Твоя ласка, нехай умацує нас у святовой службе и завсёды приносить нам Твою допомогу. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Аминь. Читание книги пророка Даниэля. У те дни устал пророк Азария и так молился, открывши уста свои и кажучи посеред огню. Деревня Твоего, не покидай нас назавсёды, и не разрывай Твоего заповедку. Не отдаляй от нас милосердности свою, день Авраама, милованного Твоего, дели слуги Твоего Исаака и Твоего святого Израиля, яким Ты обещал помножить их потомство, как небесные зорки и як песок на морским березе. Бо мы, Пане, стали меньшими за іншие народы. Сегодня приниженные мы по всю земли за наши грехи. И в этот час нема у нас ни керовника, ни пророка, ни проводыра, ни всеспаления, ни ахвяры, ни даров, ни каджения, ни места, где принести первые плоды пред Тобою и знести Твою милосердность. Але со скрушенной душой и покорным духом мы будем приняты, як у всеспалении баранов и волов, як 1000 тлустых ягнят, такой нехай станет сегодня наша ахвяра перед Твоим обличием. И мы отдано пойдем за Тобою, бо не могут осоромиться те, кто верует в Тебя. Теперь же мы идем за Тобою всем сердцем, боимся Тебя и шукаем Твоего обличия.
Не дай нам зведать ссором, але учини с нами погодой ласкавости своей и погодой милосердности своей. Уратуй нас чудами своими и принеси славу Твоему имени, Пане. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Узгадай про милосердность свою, Пане. Узгадай про милосердность свою, Пане. Дай спознать Твои дороги, Пане, и научи меня стежкам Твоим. Веди меня у правде Твою и научи, бо Ты Бог избавления моего. Узгадай про милосердность свою, Пане. Узгадай про милосердность свою, Пане, и про ласку свою буяность пред веку. Памятай, Пане, про меня поводле милосердности Твоей, дело великой добрыни Твоей. Узгадай про милосердность свою, Пане. Пан добрый и справедливый, тому наказывая грешникам шлях, и Он керует приниженными у справедливости и научая покорных шляхам своим. Узгадай про милосердность свою, Пане. Хвала Тебе, Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие. Теперь, каже вам, звернитесь от меня усім серцем вашим, бо я ласкавый и милосердный. Хвала Тебе, Слово Божие. Пан с вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Матфея. Хвала Тебе. У той час Петр подошел до Иисуса и сказал ему: «Пане, коли мой брат будет грешить супроти меня, кольки разов я повинен пробачить ему? Те ж 7 разов». Иисус, отказывая ему: «Не кажу тебе, что аж 7 разов, але ажно 77 разов». Там володарство небесное подобно до короля, який захотел различиться со своими слугами. Коли ему почал различиваться, привели до его одного, який винен был ему 10 000 талантов. Покольки той не имел чем заплатить, то господар загадал продать его и жонку, и хотел и жонку, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тады упавший, слуга кланялся перед ним и казал: «Будь великодушным до меня, и все тебе отдам». Господар, злитовавшийся над этим слугою, отпустил его и даровал ему долг. А коли этот слуга вышел, знайшов одного з собратов своих, який винен был ему 100 динаров, и, схопивши его, душил, кажучи: «Отдай мне, что винен». Тады собрат его упал до ног его и молился его. Молил его, кажучи: «Будь великодушен до меня, и отдам тебе». Але той не хотел, а пошел и посадил его в вязницу, покуль не отдасть долгу. Собраты его, убачивши, что здарилося, засмутилися, и, пришедши, рассказали господару своему все, что сталося. Тады господар ягоды покликал его и сказал: «Негодный слуга, весь твой долг я отдаровал тебе, тому, что ты просил меня. Чиж не належало и тебе смиловаться
над собратом Твоим, як и я смиловался над Тобою, и разгневавшийся, Господар его не отдал его учителям, покуль не верне ему всему долгу. Так и Отец мой Небесный зробить вам, коли кожный из вас от сердца вашего не даруя брату своему. Это слово Пана. Слава Тебе, Христе. Так и Отец мой Небесный зробить вам, коли кожный из вас от сердца вашего не даруя брату своему. И, конечно, тут не только про брата ходится, но и про сестру. Это самое, chyba najważniejsze, bo это належит до кожного человека, до кого мы что-сти маем, кому-сти что-сти мы попросту альбо зробили, альбо до того, кто просить у нас пробачення. Так уже chyba все зроблено, что человек все хочет вылечить, все хочет попросту, как было вылечено, да абсолютно все до мелочи. И поэтому навіть Петр подходит, Пане Єзу, чи треба 7 разів пробачать, якби просто человек только має отвагу и має силы только на этих 7 разов. Потом приходить так само гэты слуга, якому було даровано, і ягоний собрат був йому 100 динарів, тільки задлужений. І так само, усе у нас вилічено до міліметра, усе коротко і ясно. Але Ісус використовує зовсім другі лічби. І гэты лічби є вельми символічні. Бо Ісус каже, не 7 разов, а 77. Это значит, что завсёды. 7 она завсёды есть полней, а коли 2 раза, то тым больше. И коли мы бачим, які долг так само гэты господар пробачил 10 тысяч талантов, то гэту сумму нават цяжко у думках, сколько это стоит. Это означает, что великий долг, вельми великий, які би попросту за життя би навіть своє не сплатилися, скільки би гэты должник не працював би, він і так би гэтага долгу не виплатив. Бо ми Бога перед усім можемо попросту зробити долг відносно нашого заховання, відносно наших грехов, відносно наших учинків. І поэтому треба пам'ятати, що ми хоч люди лічимо, але Бог завсёды має повну ласки і милосердості. До Його завсёды можна прийти і попросити. Не попросити просто, але з жалем попросити, жалуючи, упавши до Його ног і просячи, злітуйся надо мною. А є Бог, який без конца милосердний, нам усе пробачить. І хоч і гэты долг буде і нават больш, чым гэтых 10 тысяч талантов, ну, гэта бесконца якасьці попросту наш долг. Але ўсё ж таки Бог нам все гэта пробачить. Толькі трэба до Яго подвести со скрупой в сердце, с открытым сердцем и с покорою. С готовностью принять и выполнять Божию волю, узнесем до Пана Бога в молитве просьбы наши и всего свету. Молимся за святый костел, как неоспырно умацовывался в ним едность помнишь его верниками. Тебе просим, молимся за святого Отца, как так и святый Петр, и он умацовывал своих братов веры. Тебе просим, молимся за христиан, які живуть в конфликте со своим сумлением, как отважились принять ласку навертания. Тебе просим, молимся за наших родных и сябров, как наша лучность с Христом была так само, и для их встречу с Божьей любовью и добрынёю. Тебе просим, молимся за нас, собранных к алтаря Пана, как мы умели выбирать в своем житии
сапраўднай каштоўнасці, на які указвае нам Євангелие. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Пане наш Боже, прими наши просьбы и учини, как наши молитвы содейничали поглублению любови и спокою в свете раз Христа Pana нашего. Amen. Тела Христа за нас опять, тела Христа за нас опять, Христова кровь за нас пролита, Христова кровь за нас пролита, тело Христа за нас опять, тело Христа за нас опять, тело Христа за нас опять, тело Христа за нас опять. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу охвяну принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме оферу з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Боже Отче милосердный, нехай эта збавенная хвяра очистить нас от провинного и с Тобою поеднает раз Христа Pana нашего. Аминь. Pan z Wami. И с Духом Твоим Ugor serce. узносим не для Пана. Подякуем Panu Bogu naszemu. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче, всемогутны вечны Боже, праз Христа Пана наша, бо Ты ласкаво дозволяешь Твоим верным, зачышчаною душою штогод радостно чакаць великодных святаў, каб праз шчырую малітву і ўчынкі міласерднасці, а таксама праз удзел у сакраментах адраджэння, яны дасягнулі паўнаты ласкі дзяцей Божых. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі абвяшчаем Твою хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вершине, благословенный Дух, кто приходит в имя Пана. Хосанна на вершине. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры.
Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твое присягание. Вспоминаючи смерть без мертвых повстання Твоего Сина, отвернем Тебе, Пане, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що вчинив нас злобными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усих нас, приймаючи тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удосконали его в любови разом с Папом нашим, братишком, Біскупом нашим Тадеушем и усіх духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які обосновали надію на воскрешення, і про всіх, хто у Твою ласце пішов з этого світу, и дозволим убачить святу обличчя Твоего. Просим Тебе, смилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вічном. У єдності з найсвятейшей Богородицей Панной Марією, со святыми апостолами и усими святыми, які з протвеку подавалися Тебе, как згідні ми хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутне, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, през все веки вечные. Аминь. Просим Отца Небесного, как отпустил нам грехи и заковал нас от зла. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноваты наши, и не уводь нас в искушение, а избавь нас от зла. просим Тебе, Пане, збав нас от всего злого, дай ласкаво супокоить дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и закованы от усякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Спасителя нашего, Иисуса Христа. Вот Твое благодатство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христа, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будьте ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и володаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокоя. Баранку Божий, Яки горишь на сердцах и свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, яки горишь на сердцах и свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, яки горишь на сердцах и свету, одари нас супокоем. Вось баранок Божий, востой, хто бере на себе грехи світу, благословенне покликане на вечеру Божию. Пане, я не вартый, как Ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя.
Кровь святая, кровь откупления, напой житёвый, с неба нам посланный, ласки встретится, Отца избавления, ты крови научишь. О, кровь святая, тихо укрыта, как наши души ты собой поила, грешным принится, милости открыта, как усе праведны смыла. О, кровь святая, о, кровь откупления, Божьего сердца, ты выток свой мела, вечно хай будет хвала и поклонение на земле тебе и в небе. Молимся. Боже наш Отче, нехай тіло Eucharystyczne wiary nas ożywić, niechaj oczyścić nas od prawina i obronić. Raz Chrysta Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niechaj błogosławić was Bogu Всемогутny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w supokój Chrysta. Дякуем Пану Богу. Święty Архангеле Михаил, бережи нас у змаганні, будь нам обороной, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які на згубу душ снують по світі. Амінь. Пане Боже наш, Ты один Откупитель человечества. Сегодня мы долучаемся до хоров ангельских и дякуем Тебе за життя благословенного Бронислава Маркевича и ту справу, якую він надав под опеку святого Архангела Михаила. Сегодня с его допомогой мы прагнем открыться, как принять от Тебе свободу, якую можем отримать праз Твою муку, смерть и воскресение. Хоть мы бесперерывно повинны вести бескровную борьбу с силами темы, Ты сам в Евхаристии приносишь нам оздоровление и вызволение от муки злого. Просим Тебе, учини, как мы были здольны отречься от злого духа и всего того, что тримає в неволі нас, наших близких и наш народ.
Пане Єзу, Ти сказав: «Прийдіть до мене усі спрацьовані і обтяжарені, і я супокою вас. Не здоровим потрібний лікар, а хворим. Просим у Тебе Твоей милосердности, просим об оздоровлении наших душаў и тела. Для Тебе, Езу, нема ничего немагчымага. Ты сказал, коли Сын вызволит вас, будете сапраўды свободными. Ты принес новую свободу в Духу Святым. Ты ведаешь, что нам болит, что нас мучает, зневольвая, непокоить и засмучая. Ты ведаешь наши залежности и грешные звычки. Пане, Ты все ведаешь. Ты взял на себе наши хворобы и слабости. Ты володар милосердности. Узглянь на нас и на тых, кого мы приносим Тебе в сердце. Мы верим у могутное заступництво святого Архангела Михала, який особливим чином тепер знаходиться побач з нами у знаку этой фигуры. Князю Небесный, молися за нас у эту хвилину Божьей ласки. Пане Иисус Избавитель, пошли Своего Духа Святого у минулое и у будущего, до наших почуттів, страхов, у глубине наших серцев, вызвали, оздоровей, сутишь и умацуй нас. Пане, той, кого Ты любишь, хворея, тая, якую Ты любишь, хворея, приди, Пане, верим Тебе, доверяем Тебе, просим Тебе, выслухай, Пане, просьбы наших сердцев. Об вызволении от духу безбожности, немощи, сомнений и безнадейности, про заступництво святого Архангела Михала, покорно и доверливо просим, Выслухай нас, за людей, зневоленных духом страху, розпачи, депрессии и думок про самозабойство, про заступництво святого Архангела Михала, покорно и доверливо просим, Выслухай нас, за тых, кто знаходится в залежности от наркотиков, алкоголю, леков, тютюню, про заступництво святого Архангела Михала, покорно и доверливо просим. Выслухай нас, За людей, залежных от азартных гульней, порнографии и всяких проявов нечистости тела и сердца, про заступництво святого Архангела Михала, покорно и доверливо просим. Выслухай нас, За людей, залежных от телебачення, интернету и компьютерных гульней, про заступництво святого Архангела Михала, покорно и доверливо просим. Выслухай нас, За зневоленных духом раціоналізму і прозмірної активності, за кошт духовного і сімейного життя, про заступництво святого Архангела Михала, покорно і довірливо просим. Выслухай нас, За тих, хто залежить від віру в забобони, крики, астрологію, магію, яснобачення, ворожбу і гороскопи, про заступництво святого Архангела Михала, покорно і довірливо просим. Выслухай нас, За зневоленных духом оккультизму, сектантства, спиритизму и подванного мистицизма, про заступництво святого Архангела Михала, покорно и доверливо просим. Выслухай нас, За зневоленных ненавистью, помсливостью, злопамятством, свадами и безлитостностью, про заступництво святого Архангела Михала, покорно и доверливо просим. Выслухай нас, За тих, хто подається духу хлусні, ошуканства, криводушності і несправедливості, про заступництво святого Архангела Михала, покорно і довірливо просим. Выслухай нас, За тих, хто підпорядкований духу прихи, зайстості, фанаперистості, егоїзму і гонорливості серця, про заступництво святого Архангела Михала, покорно і довірливо просим. Выслухай нас, За зневолених праговитостью грошей и материальных добротов, про заступництво святого Архангела Михала, покорно и доверливо просим. Выслухай нас, Об вызволении людей, які підпорядковані духу злості, ляноти, гневу, неуміркованості у єжі і питті, про заступництво святого Архангела Михала, покорно и доверливо просим. Выслухай нас, За зневоленных грехами малолетния, обговорами, махлярством,
плетками, подманными подозрениями и осуждениями. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверчиво просим, выслухай нас, Пане. об свободе сердца для наших близких, мужов, женок, детей, братов, сестер и усіх родных. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверчиво просим, выслухай нас, Пане. об свободе сердца для святаров і усіх консекрованих особов, які присвятили своє життя служенню Богу. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверчиво просим, выслухай нас, Пане. за нашу молитовную группу, за нашу парафию молитовные группы и собольности, про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверчиво просим, выслухай нас, Пане. об вызволении отдельного Злого Духа для тих, хто з'являється ворогом Христа, Костьола, Божого закона і поширяє поганство. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверчиво просим, выслухай нас, Пане. за наших неприятелів, за тих, хто нас покривдив. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверчиво просим, выслухай нас, Пане. за усіх нас тут присутних, об оздоровлении наших душаў і тілаў от духовных, психічных і фізичних хвороб. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверчиво просим, выслухай нас, Пане. молитва для святого Архангела Михаила, опекуна Беларуси. Святый Архангеле Михайле, князю войск Новодольских, прийди на допомогу людям, яким погрожає сила тіхи. Яны ж були створені на подобенство Божие, откупленное през життя, смерть из мертвых повстання Єсуса Христа, Сина Божого, призначене на святиню Божию, как пробывал у їх Дух Святий. У Тебе, святий Михайле, Костюм має свого оборонцю і опікуна. Ти ведеш избавлених до небесного щастя. Проси Бога об супокої, как не дозволив тримати людей у неволі і шкодить Костюлу. Нехай беззаганная панна, опранутая у сонця, королева анgelов, простере струшить голову Антихристу и оборонит своих земных детей от его ворожого впливу. Святый Архангеле Михайле, оборонца хвалы Наивышейшего, занеси наши просьбы до Бога и выпроси для нас Его милосердность. Бережи нас у змаганні супроть спокуси и пасток Злого Духа, будь нам обороной, князю войска небесного, моцею Божою скинь у пекло сатану и інших злых духов, які на згубу душ снують по свете. Посприяй, как мы праз усю вечность были верными Твоему заклику, кто ж, коли не Бог? Аминь. Нехай буде похвалений Наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. нехай буде похвалений Наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. нехай буде похвалений Наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. в ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Які за нас терпіла драма, Єсу Христе, змилуйся над нами. Які за нас терпіла драма,